Олег Павлович, у вас есть вопросы к представителю Министерства труда? Вопрос. Ваш министр все время говорил, я заслуживаю это. Сейчас это выступление ваше согласовано с министром? Лично, возможно, это была позиция лично Кудайбека Базарбаевича, как человека, который выражает вам постоянно свое уважение и почтение. Но в соответствии с законом, изложенное мною мнение, это заключение, это мнение министерства. Ну, министр не знает или знает о вашем выступлении? Министр лично дал мне доверенность, по которой я представляю позицию министерства. Спасибо. Скажите в микрофон, Гульзина Мылсовна. Вопросов Минтруду не имеется. Я прошу прощения, можно еще вопрос? Давайте. Вот скажите, пожалуйста, зачем заменили ваше министерство, поменяло закон, текст закона, где написано были и советники, направленные правительственным органам СССР в район боевых действий. Вы считаете, что я был направлен в район боевых действий? Я пересек границу Афганистана. А кто пересек, все участник боевых действий. Это вы знали? А зачем закон поменяли? Вот скажите, цель замены, это ваше министерство предложило. Министерство труда и социального обеспечения в рамках своей компетенции внесло изменения в закон, приведя в соответствие наше законодательство в соответствии с международными соглашениями, участником которых она является. Там есть четкое разделение на определение понятий военный советник и гражданский советник. Я извиняюсь, вот я держу документ по всем республикам, и в том числе соглашение СНГ. Здесь точно совпадает наше СНГ, а вы закон свой выпустили, он противоречит соглашению стран СНГ. Как это понимать? Нет, не противоречит. Он как раз говорит, что не противоречит, что в полной мере этот закон Ну, отвечает. вот, может, почитать? Не, ну, вы конкретно можете сказать. Да, вот, он противоречит. Он противоречит Олег Павлович, соглашению. вы конкретно именно в чем? Конкретно вот прочитайте словосочетание, я не знаю, предложение, которые считаете, что он входит в противоречие с этим подписанным соглашением. Участники боевых действий. Вот читаю соглашение. Участник боевых действий. Включая военных специалистов и советников, которые в соответствии с решением правительства органов бывшего Советского принимали участие в боевых действиях. То же самое и Кыргызстан. Текст такой же. Да, я согласен, да. Распространять на тех лиц, которые принимают Казахстан. участие именно в боевых действиях. Нет, то же самое Казахстан, который в соответствии с правительством прибыль. Так там в Казахстане вообще все, даже по судомойке наравне советников получает. Там полностью, поэтому Субанов туда и пошел. Вот, пожалуйста, мы после Казахстана через год только приняли закон. Они в 95-м году, а мы в 96-м. После них, мы у них списали. Вы сформулируйте вопрос, хорошо? Более внятно. Там написано военный, вот то, что вы зачитали, он начинается с определения военные. Нет, Участниками, написано, по поводу советников, вот вы же только что зачитали. включающие военных специалистов и советников, которые в соответствии с решением правительства, советники. Нет, далее читайте, далее. Совет правительственных органов бывшего Советского Союза принимали участие в боевых действиях. То же самое, включая военных специалистов и советников, вот киргизский закон. В соответствии с решением правительства СССР принимали участие в боевых действиях на территории других государств. Если положение было, даже границу такой, я 10 человек знаю, которые сами смеются, говорят, мы сутки не были в Афганистане, заходили войска, а тут закон назад. Они сутки не были, вернулись участники, солдаты, так мне говорили. А я офицер, капитан.
Я понимаю, что это военный день. Тем более на курсах был, на сборах был, везде. И я посудомойка. Ну, я не знаю. Есть у вас еще вопросы? Все. Все. Спасибо. Самат Хаштубекович, у вас есть вопрос? Вопросов нет. Да. Скажите, пожалуйста, у вас идет такая статистика, сколько вообще партийных советников сегодня есть? 105 человек. Получатели компенсационных мер, вот, если получать компенсацию взамен льгот, там определены 25 категорий, имеющих право на компенсационные выплаты. Среди перечисленных 25 категорий нет категории советников, и такой учет у нас в министерстве не ведется. Есть вопросы? Можно я отвечу? У нас Нет. в республике из 4 остался я один. Все умерли. Нет, вот здесь же высказывали, что 105 человек, 105 человек, официальные данные. Вот именно гражданские советники, не обязательно партийные, видимо, по гражданским каким-то, может экономические, может какие-то. Это я вам тоже. Я не Присаживайтесь. понял, извините, можно? Подожди, По пожалуйста. официальным данным, вот когда разрабатывался проект закона, да, здесь Подожди. же, нет, присаживайтесь. Я вам говорю, да, что на приравненные, скажем так, партийным советникам или, скажем, одним словом, гражданским советникам. Гражданскими советниками у нас числится 105 человек. 105 Нет, человек. нет. Гражданскими советниками. Ну, Нет, извини, товарищ председатель. Эта цифра была высказана, исходя из тех документов, которые прикладывались к законопроекту при его разработке. И даже общая сумма известная, которая необходима была, 8 миллионов 820 сомов. У меня записано. Да, Это я записано в знаю, это стенограмме. есть у меня. Вот такая сумма необходима для того, чтобы обеспечить источник финансирования. 105 человек, имеется в виду таких, как Михайлова не написано, таких, как Михайлов, 105 человек. А Михайлов только партийный советник. А гражданские шли по линии Совета министров. Все гражданские, вот медицинские и так далее, да, все по Как раз Совета об министров. этом идет речь, что как раз этот закон подразделил на военных и гражданских советников. Там, конечно, были экономические советники, финансовые советники, это понятное дело. Вы говорите, что вы один, я говорю, И контракты исходя они из того, заключали, что здесь было контракты, а мы высказано. указываем. Давайте не будем устраивать здесь полемику, хорошо, Олег Павлович? Продолжим заседание.